Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Пришли ребятишки из школы, накормила их, сели за уроки. И я, чтобы им не мешать, вышла в огород. Хоть немножко, да, что-нибудь сделать. Погода замечательная. Правда, есть немножко ветер, но это чуть-чуть. Вон петух у нас круглосуточно поет. Потихоньку занимаюсь огородными делами. Каждый день по чуть-чуть. Слава Всевышнему, все получается. Было бы желание, да и здоровье. Сегодня ночью в 3 часа я проснулась. Был дождь, но немножко. Чуть-чуть землю всего увлажнил. Ну и то хорошо. Сейчас я хочу поработать немножко с листьями клубники. Я вырываю желтеньких и красненьких листьев. Вот таких. Погода замечательная. А какой воздух хороший. Время 4 часа, скоро вечер. На улице очень хороший воздух. Красота. Потихоньку хожу, что-то делаю. Просто так лежать не хочется, что-то хочется делать. Вот. Как моя мама говорила, моя мама умерла в 94 года. Она всю жизнь ходила, работала. Моя мамочка всегда говорила, движение – это жизнь. Лежать не надо. Много спать не надо. Надо работать вовремя, надо спать вовремя, надо ходить вовремя, надо есть вовремя. Вот она нам всегда вот так говорила. Очень была трудолюбивая. Вот мне хочется от нее отставать. Конечно, многое научились мы от нее, также продолжаем делать. Вот ее по советам я тоже пользуюсь, потихоньку хожу, что-то делаю. Вот здесь вот таких листиков я вырываю. Оставляю где-то вот так. Я недавно смотрела ролик Артура, и я увидела, как он в огороде работает. Если вам интересно, парень из нашего села, цветочник. Очень многие хорошие растения у него растут. Цветы, рассады. Очень старательный мальчик. Кому интересно, заходите в канал Артура. Я весной снимала ролик. Покупала у него цветы. И все цветы хорошо росли. Вот этот куст клубники я покупала осенью у него. Они принялись. Тут у меня 3-4 вида его клубники. Я их всех называю Артуром. Вот таких старых листьев я вырываю, очищаю, и будет красота. Сейчас я вам покажу свои проделанные работы в огороде.
Маленькие мои выросли, они бегают. Я им разрешаю. Вот наш огород. Все перекопано. Здесь у меня петрушка, свежие листочки. Здесь был навоз. Я весь навоз перетаскала потихоньку. Перекопала под деревьями все. Поливала. И они у меня готовы зимовать. Здесь я навоз тоже сыпала. Здесь тоже очень много насыпала навозу. Ну, конечно, здесь я не сама копала. Не думайте, что я смогла столько копать. Я пригласила своего соседа. У него мотоблок. И он все спахал. Посмотрите, какая красота. Я только под деревьями копала. Все привела в порядок. Я уже спокойна. Вот здесь тоже у меня был навоз. Очень-очень много. Я здесь тоже все перекопала. Все раскидала. Теперь стало намного уютнее. Вот как смотрится. Многие подписчики и зрители мне говорили, не надо вывозить ботву. Будет удобрение, собирайте в кучу. А у меня тут достаточно. Тут и навоз, немножко ботва. Всего тут много. Я посадила в прошлом году, но почему-то они у меня в этом году, хотя поливала, плохо росли. Ягоды были мало. Здесь я продолжаю копать. Я выстригла малину. И здесь тоже хочу перекопать. Тут уже осталось очень мало, но мне на один день. Я потихоньку буду здесь копать. Земля будет рыхлая. Здесь навозу очень много. Я позапрошлом году сыпала много-много раз. Ну вот, мой огород. На сегодняшний день смотрится вот так. Еще купила смородину. 4 куста тоже посадила. Поливаем. Даже вон почки появились. Вот они. Два куста здесь, 2 куста за сараем. И мне как-то стало спокойно, что у меня в огороде стало чисто. И что-то я смогла. Только вот здесь у меня некрасиво. Но ничего, жива-здорова буду. И здесь тоже приведу в порядок. Здесь мы тоже поработали. Перекопала я здесь тоже землю. Вот мои цветочки после коров. Как они только цветочков вырвали и съели. Вот тоже мне, конечно, жалко их.
Вот здесь тоже корова вот вырвала. А здесь начинают цвести маленькие-маленькие хризантемочки. Кустик красивый, огромный. Розочки пока не цветут. Тоже здесь все перекопала. Здесь тоже все перекопала. Осталось только вот здесь немножко. Но это немного. Наша елочка красивая. Вот и все. Наши проделанные с мальчиками работы. А эта кошка, оказывается, соседская, через дом. Ходит ко мне пить молоко. Утром и вечером ждет. Видимо, молоко козе очень понравилось. Ну и пусть кушает на здоровье. Что-то бедно цветут в этом году хризантемы. Хотя поливали целое лето и осенью поливали. Все равно что-то не то. Но на этом я свой маленький ролик заканчиваю. Мне надо работать в огороде. Желаю вам всего самого-самого доброго. Здоровья, удачи. Много счастливых дней. Всем пока-пока. До следующих встреч.